Кыргызстан сообщил о гибели 24 человек в ходе конфликта с Таджикистаном. По данным СМИ Кыргызстана, среди пострадавших в результате боевых столкновений на киргизско-таджикской границе как минимум 6 детей. В результате боевых столкновений на киргизско-таджикской границе погибли 24 жителя Кыргызстана, еще 103 человека получили ранения, сообщил Минздрав страны в ночь на субботу, 17 сентября. По оперативным данным, в больнице Баткенской области поступили тела 24 человек, в Баткенской областной объединенной больнице 12 погибших, в центрах общеврачебной практики Лилика 10, Удунду-2 цитирует местные СМИ пресс-релиз министерства. Со своей стороны, глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчабек Ташиев уточнил, что жертв среди гражданских жителей было меньше, потому что их успели эвакуировать в безопасные места. Заявление Ташиева на киргизском языке было опубликовано вечером 16 сентября в соцсети Facebook. Из сообщений кыргызстанских СМИ следует также, что среди погибших была 15-летняя девочка, а среди пострадавших как минимум 6 детей в возрасте от 9 месяцев до 11 лет. Таджикистан на данный момент не предоставил официальных данных о числе погибших и пострадавших в ходе обострения приграничного конфликта с Кыргызстаном. Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана. Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном не на всех участках демаркирована, и из-за этого периодически становится зоной конфликтов. В последний раз ситуация там обострилась 14 сентября, когда на 3 ее участках пограничники устроили перестрелки. Утром 16 сентября погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций киргизской стороны в местностях Экитаж, Чердаба, Кумазар и Аркабас из стрелкового и группового оружия, а также произвела минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы Кокташ-Баткенского пограничного отряда. При этом киргизская сторона обвинила Таджикистан в попытке захватить часть территории соседнего государства. Между тем, Таджикистан обвинил кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из тяжелого оружия. В Баткенской области введен режим ЧС. Во второй половине дня 16 сентября СМИ сообщили, что Кыргызстан и Таджикистан достигли договоренности о прекращении огня. Между тем, в тот же день, 16 сентября, полномочный представитель правительства Киргизской республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев подписал указ о введении в Баткенской области режима ЧС. Как отмечает пресс-служба МЧС, этот шаг был предпринят в целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущения гибели людей и мобилизации соответствующих